Глава Коми выступил с обращением к жителям республики. Буры Донайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня начало рабочей недели. Начинается всегда понедельник с большого оперативного совещания. И сегодня я хочу рассказать вам несколько тем, которые обсуждались как раз на этом оперативном совещании. Они точно затрагивают интересы всех жителей республики. Первый вопрос – это санаторно-курортное лечение, но не просто санкур-лечение, а лечение по принципу мать-дитя. У нас по этому принципу работает наш санаторий в Крыму, Северное Сияние. Санаторий очень хороший, самое главное, там очень хорошая именно база медицинских услуг или медицинского сопровождения, ну, в том числе, например, там есть сегодня и направление даже реабилитации после ковида. Санаторий укомплектован и медицинскими кадрами, и оборудованием. Ну, понятно, что вот до определенного времени, до этого года, санаторий работал только летнее время, начиная с апреля и заканчивая в октябре. При этом на встречах вопрос по недостатку путевок, именно мать и дитя, поднимали очень много жителей республики. И поэтому я поставил задачу Минздраву республики проработать вместе с Министерством социальной защиты и труда, проработать круглогодичный период работы этого санатория. Проработали, такая возможность есть, нам нужно просто дополнительно предусмотреть деньги на вот эти месяцы, начиная с ноября до апреля, в то время, когда санаторий был закрыт, и наполнить вот эти месяцы путевками, бюджетными путевками именно по категории мать и дитя. В чем проблема? Проблема первая в том, что санаторий сегодня в статусе ООО, то есть общество с ограниченной ответственностью. Для того, чтобы мы работали по прямому госзаданию, нужно его перевести в подведомственность Министерству здравоохранения, тогда мы можем просто по госзаданию направлять наших мам и деток и лечить без всякого конкурса. Потому что как только начинается конкурс, значит, выигрывают другие санатории, где декларируется хорошая база, хорошее проживание, питание, лечение. На самом деле все это достаточно низкого уровня, и люди приезжают оттуда с жалобами. А наш санаторий в этот момент простаивает, где действительно мы гарантируем уровень всего, о чем я сказал, всего комплекса. Поэтому вот это первая задача, до конца года мы ее должны решить, перевести в подвед Министерства здравоохранения республики с тем, чтобы работать вот на прямом госзадании. Ну и дальше сформировать то количество людей, которые у нас как минимум 50 мам и деток в месяц могут спокойно выезжать. Поскольку, да, действительно, это будут осенне-зимний и весенний период, но при этом это Крым, и мы с вами понимаем прекрасно, что это все равно плюсовые температуры и воздушные ванны, морские ванны, что, в общем, сегодня очень важно, особенно, повторяю, для детей, да и для мам, для детей часто длительно болеющих, но и для мам тоже поправить здоровье рядом с ребенком, это очень хорошо. Ну вот, на самом деле, вопрос, по сути, проработан, дополнительные средства изыщем и переведем вот на подведомство Минздраву с тем, чтобы уходить от процедур дополнительных, а сразу направлять на лечение. Второй вопрос – Вуктыл. Ну, понятно, что Вуктыл у всех на языке уже с прошлого года. Сегодня разбирали вопрос введения в действие первого котла. Два котла на отопление работают, а первый котел вошел вот в этот отопительный период в процессе ремонта. Значит, нужно дополнительно закупить специальное оборудование, специальный набор составляющих внутренней части котла. Делает это оборудование предприятие в Бийске,
с предприятием заключили контракт, они взяли в производство вот всю эту начинку для этого котла. До 1 декабря они по договору должны поставить всю необходимую расходку, и монтаж еще дополнительно займет 2-3 недели. Поэтому задача поставлена до конца декабря ввести в действие вот этот третий котел. На самом деле он резервный, нам достаточно 2 котлов, но все-таки при высоких или низких, наоборот, температурах, и при том, что они могут быть точно так же, как и в прошлую зиму, длительный период, этот период низких температур, мы все-таки должны иметь резерв, и как раз первый котел именно по отоплению таким резервом и будет выступать. При этом вот хочу несколько цифр назвать, почему они важны, потому что мы говорим, что вот, сложные у нас отношения с аквасервисом, достаточно тяжело они проводят ремонтные работы, но все-таки надо не забывать и к чести, или положа руку на сердце, сказать, что аквасервис постоянно находится под арестом счетов должников, вернее, тех, кому он должен. Да? Вот он сегодня должен и «Газпрому» за газ, и ряду других компаний, которым он должен и за электроэнергию, и в том числе и общий долг, который сегодня аквасервис должен своим ресурсникам, организациям, которые поставляют ему ресурсы, примерно 160 миллионов рублей. Но, вы знаете, как всегда бывает, есть долг, а есть еще и кредиторка. Да? То есть кого же сегодня кредитует аквасервис? То есть он должен ресурсникам, но оказывается, население Вуктыла должно аквасервису сегодня 166 миллионов. То есть получается, что долг населения Вуктыла перед аквасервисом больше, чем долг аквасервиса перед ресурсниками. И тоже, когда вот начали разбираться в этом, оказывается, что из 12 тысяч населения злостных должников Вуктыла, примерно 2500 человек, люди, которые не оплачивают 2, 3 и более месяцев, ну а у кого-то это уже и годы, и 1, и 2 года, которые просто злостно не оплачивают за потребленное тепло, горячую воду и так далее. Вот на самом деле это вот такая, знаете, арифметика, которая говорит о том, что все-таки требуя качественные услуги, нужно не забывать о том, что эту качественную услугу нужно и обеспечить своевременными платежами. Поэтому, конечно, призываю всех должников, кто задолжал перед аквасервисом за услуги, конечно, эту задолженность погасить. Потому что тем самым мы развяжем руки аквасервису и позволим ему оплачивать в том числе, и вот сейчас сборку по первому котлу нужно будет оплачивать, а на самом деле счета-то арестованы, потому что, еще раз повторяю, аквасервис должен ресурсникам, а поскольку население имеет такую задолженность большую, то, конечно, он не может своевременно рассчитаться. Соответственно, у него арестовывают счета. Поэтому нужно в обязательном порядке рассчитываться за потребленное тепло, за потребленную горячую воду, с тем, чтобы аквасервис действительно мы могли понуждать выполнять свои обязанности перед населением в полном объеме. Еще одна очень тема важная, она тоже у меня на личном контроле, это практически тема еще с переходящего прошлого года, это дорога, ее называют зимник с пролонгированным действием, круглогодичный зимник, это дорога станция Пожня-Керки. Значит, почему я об этой теме сегодня говорю? Ну, потому что, во-первых, она сложна из-за того, что проходит по территории 3 муниципалитетов, это Сосногорск, это Ухта, это Ижемский муниципалитет. Это всегда сложно, когда дорога вот между 3 муниципалитетов.
А самое главное, что вот этот отрезок небольшой, да, общая протяженность вот по каждому муниципалитету от 20 километров, 15 и 28,9 соответственно, то есть Сосногорск, Ухта и Ижма. Но самое главное, что вот отрезок, по которому основная проблема, это станция Пожня Керки, этот отрезок сегодня имеет очень сложный рельеф и имеет необходимость устройства там большого количества водопропускных труб. Вот сегодня по проекту их требуется там порядка 7 водопропускных труб и порядка 12 погонных метров в самом низком месте этой дороги. Это, по сути, вот такое мостовое сооружение с водопропускными трубами. При этом участок общий, который необходимо вот сделать таким зимником с пролонгацией, это не почти, а 12 километров. И принято решение сейчас, и мы обеспечили финансированием, чтобы, значит, все-таки при том, что 3 муниципалитета, один муниципалитет отвечал именно за этот участок, это будет Сосногорск, мы уже определили средства на вот этот участок. Мы изыскали, это более 39 миллионов рублей, 39 миллионов 600 тысяч. Деньги Сосногорску мы готовы уже довести, они должны отыграть контракт до конца этого года, заключить его с тем, чтобы не позднее конца первого квартала 2022 года вот этот отрезок выполнить, с тем, чтобы больше люди не зависели от вдоль трассового проезда газпромовского. Потому что на сегодняшний день основной предмет и проблема именно в этом. Потому что «Газпром», конечно, технологически этот проезд периодически предоставляет для проезда, но на самом деле это всегда нарушение инструкции, потому что это специальная дорога именно для обслуживания трассы газопровода, и она не должна служить предметом для проезда для населения. Поэтому вот этот отрезок как раз снимет эту проблему, а дальше мы уже будем по годам остальные отрезки, которые вот я сказал и за Ухтой, и за Ижмой, муниципалитетами, соответственно, уже выделять им средства для того, чтобы они свои участки приводили в нормативное состояние. Но сегодня притча во языцах основная или краеугольный камень, это как раз вот этот отрезок 12,6 километра вот этого зимника с пролонгированным действием. Соответственно, как я сказал, буду контролировать этот вопрос, и до конца первого квартала 2022 года мы должны работу завершить, как раз до паводка, до большой воды, потому что вот в этом самом низком месте это всегда весной очень большой подъем воды. В завершение об эпидобстановке за сутки мы чуть-чуть снизились, у нас 351 случай. Вчера у нас было 358 за сутки выявленных случаев коронавирусом. Значит, ничего не поменялось. Основные это Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск, Сосногорск. Но хочу сказать, что Ухта стремительно догоняет Сыктывкар, и это очень тревожно. Мы постоянно работаем с руководством Ухты, потому что на сегодня 91 случай заболевания в Сыктывкаре и 80 случаев заболевания в Ухте. Ну, пересчитав на население 200 с лишним Сыктывкар и там 100 тысяч Ухты, понятно, что это рост по Ухте в несколько раз выше, чем заболеваемость, чем в Сыктывкаре. Поэтому, конечно, принимаем меры по Ухте, и основная тема принимаемых мер – это, конечно, повышение уровня вакцинированных. Из этого числа, из 351 человека заболевшего, у нас только 2 человека привитых. Все остальные – это люди, которые не болели раньше и не были привиты, самое главное. По умершим, к сожалению, умерло у нас за сутки 17 человек, это очень много, но, опять же, среди умерших нет ни одного вакцинированного. Вот, опять же, статистика в пользу того, что, конечно, нужно в обязательном порядке вакцинироваться. По вакцинированным у нас
311 381 человек вакцинированных, за что вам огромное спасибо. Вы действительно реально бережете себя, бережете близких своих, и не только близких, и окружение. Ну и при этом у нас достаточное количество вакцины, более 114 тысяч доз, поэтому, пожалуйста, уважаемые жители республики, приходите, вакцинируйтесь и будьте здоровы. На сегодняшний день это вся информация. Берегите друг друга. До следующей встречи.